клятве добровольца, написанной в августе 1992 года, есть следующие слова. С этой минуты мы отказываемся от гражданства предавших нас правителей и просим правительство Абхазии считать нас 20 августа абхазами. Теперь защита Абхазии – наше неотъемлемое право и обязанность. Для нас теперь Абхазия – родина, и на Кавказе нет ни абхазов с этой минуты. Такую позицию выбрали для себя доблестные добровольцы, которые начали приезжать в охваченную войной Абхазию уже с 15 августа, через день после начала грузино-абхазской войны. Первую группу возглавил герой Абхазии Султан Сосналиев. Здесь, в Гудауте, в 1992-м был создан штаб Конфедерации горских народов Кавказа. Символично, что перед этим зданием установлен памятник добровольцам. И в 30-ю годовщину их приезда на защиту абхазской земли здесь состоялось возложение цветов. Над грозным городом раскаты, гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал в страну, где зверствуют бандиты. Горит свободная земля, приходят мстители-джигиты, тропой Мансура Шамиля. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Пройдя через горные перевалы, более 2000 добровольцев из республик Северного Кавказа, Осетии, Юга России, Приднестровской Молдавской Республики, представителей абхазской диаспоры за рубежом встали на сторону справедливости, помогая спасти нас от геноцида. Ну, это везде говорили. Малочисленный народ, надо помогать, братья кавказцы и дальше по России. Кто хотел, кто переживал, кто сочувствовал, взяли и приехали на помощь. Тимир Булат Ахмадов был командир батальона. Ну, про это говорить не очень я люблю, но мы своего добились, освободили Абхазию. После возложения цветов к памятнику добровольцев в Музее боевой славы имени Сергея Дбар состоялась выставка, посвященная этой дате. Следом за ней в Доме культуры Гудауты праздничное мероприятие, которое открыл глава государства Аслан Бжания. Уважаемые соотечественники, дорогие добровольцы, искренне поздравляю с Днем добровольца. В этом году, 14 августа, исполнилось 30 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии. Уже на второй день войны мы были не одни. К нам на помощь пришли первые добровольцы из Северного Кавказа во главе с выдающимся сыном кабардинского народа султаном Асланбековичем Сосналиевым. Добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, наши братья из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики встали рядом с нами в справедливой борьбе против агрессора. Благодаря проявленному бесстрашию и мужеству всех, кто сражался за мир и правду, мы отстояли свободу и независимость Апсны. Ведущий мероприятия Гургунба зачитал завещание погибшего чеченского добровольца Султана Дакаева, где он просит передать свой автомат сыну, которому было всего 2 года, когда отец ушел на войну в Абхазию. Указ президента Республики Абхазия. Наградить
Дакаева Аинди Султановича именным оружием. От РСКУИСШа, дорогие друзья, ради таких моментов стоит жить. Огромное вам спасибо. Мы тебе желаем долгих, счастливых лет жизни. Прославь свое Отечество так, как это сделал твой отец. Заместитель председателя фонда «Помним» Ляля Чамагова в своем выступлении вспомнила многих героев Отечественной войны народа Абхазии. В первую очередь кабардинца Валерия Берхамова, который приехал воевать за абхазов, когда ему было 16 лет. И остался здесь навечно, награжден орденом Леона посмертно. От имени ветеранов-добровольцев из Южной Осетии выступил Морис Санакоев. В это время высшим военным руководством Осетии было решено оказать помощь братскому абхазскому народу. И в августе 1991 года первый отряд астинских добровольцев под командованием Валерия Хубулова прибыл в Абхазию. Затем был второй отряд под командованием Джои Валана. Все астинские добровольцы принимали участие в самых тяжелых боях в Абхазии. За свободу и независимость Абхазии, к сожалению, сложили свои головы наши боевые товарищи, память о которых мы должны помнить всегда. Сегодня этот торжественный день мне бы хотелось сказать о великом подвиге всех ребят, которые отстаивали свободу и независимость Абхазии. Благодаря вам и еще многим ребятам удалось отстоять независимость и государственность Абхазии. Дорогие братья и сестры, каждый из нас знает цену миру и созидательного развития. Я от имени всех ветеранов войны хотел бы сказать, что никакая сила не сможет нас заставить отступить, отречься от тех идеалов, ради которых отдали жизни лучшие сыны Абхазии и Осетии. Депутат парламента Северной Осетии Зелимхан Батаев наградил главу государства Аслана Бжаня, спикера парламента Лашу Ашуба, министра обороны Владимира Ануа, его первого заместителя Беслана Цвижба, советника президента по делам спорта Ахру Ашуба, представителя фонда «Помним» Лялю Чамагова медалью во славу Осетии. Посмертно этой наградой был награжден первый президент Абхазии Владислав Ардзенбам. Вкладу в развитие братских отношений между Республикой Северной Осетии Алания и Республикой Абхазии наградить медалью во славу Осетии Ардзенба Владислава Григорьевича, первого президента Республики Абхазия, посмертно. Ректор Абхазского госуниверситета Олег Угварамия вспомнил первый день войны – 14 августа 1992 года. Мы шли на заседание Верховного Совета, но когда я подошел утром, довольно рано, к зданию, там было очень много журналистов, и в основном грузинских. Ну, я поднялся к Владиславу, и там были Сократ и Климент Джинчоли. И Владислав разговаривал с Шеварднадзе по телефону. Вот это я вспомнил, знаете почему? Иногда мы очень неосторожны в своих высказываниях. Прошло время, и говорят, Владислав знал, когда начнется война там и так далее. Знал и понимал разные понятия. Он так же, как мы, фактически узнал о том, что вот начинаются эти события. Пройдет время, и история расставит все на своих местах, конечно. Вот я хотел бы сейчас продекламировать два стихотворения выдающегося поэта и ученого, технаря Хасана Тхазеплова. Если кризис в обществе и больна эпоха, то винят в трагедии от чертей до Бога. Разве это справедливым может быть, если не умеем
справедливо жить. Председатель Ассоциации добровольцев из Чечни, кавалер ордена Леона Вахид Керимов – один из 3 родных братьев, приехавших защищать Апсны. Сначала его старший брат Амради Керимов без предупреждения уехал на грузино-абхазскую войну. За ним Карим, а позже их младший брат Руслан Керимов, которому тогда было всего 14 лет. Да, этот день был очень тяжелый, да. Но в Чечне, то, что в Чечне было, я могу сказать, но знаю, что если не больше, чем в Чечне, то не меньше происходило то же самое и в других республиках. В Чечне вот этот день, когда сказали, что абхазский народ подвергся как бы практически к уничтожению со стороны агрессора грузинского, чеченцы все как один встали. Все как один. Сразу же уже велся разговор, а откуда можно пойти, а где набирают, как пойти. Я лично не знал даже, где находится Абхазия. А от слова моего деда я знал, что есть такой народ, потому что он много рассказывал. Вот старший брат мой сидит здесь, который инициатор всего этого. Он первым пришел, за ним я, за нами младший, ему 14 лет было, со школы он пришел. Как раз шли шомские наступления. А деду моему было 162 года. Да, 162 года. Он рассказывал про Абхазию, как они через горы, через Кабардинские горы, они на конях, на лошадях ехали в гости к братьям. Мы видели, как абхазский народ сражается, дерется. Даже если оно не сражалось, нам хватило их уволнений в защиту своей родины, своей нации, за независимость, за свободу. А для нас, для чеченцев, это слово «свобода» это практически первым звучит после Всевышнего Аллаха. Поэтому мы очень хорошо это все близко к сердцу приняли, поняли. И каждый, кто мог, и даже каждый, кто не мог, все стремились в Абхазию. И ни у одного не было такие мысли, а почему мы туда идем. 67 человек у нас погиб здесь, чеченцев. 67 человек погиб, но ни один из них, ни из их вдов, матерей, сестер, я не слышал, чтобы они хоть когда-нибудь, когда-то говорили, что они погибли зря. Все говорили, что они защищали честь всего Кавказа. Не зря здесь написано вот так. Честь превыше жизни. Эти слова, если хорошо так задуматься, очень многое значит. Тут не платили деньги, тут не давали награды. Никто не думал, что когда-нибудь здесь наградят чем-то. Не за это было. Все приехали, когда узнали, что ущемляют самые большие женщин и детей, когда сказали, это затронуло всех подряд. И даже у нас одно время было такая аура, что ли, не знаю, как правильно сказать, по-русски плоховато говорю. А если ты не был в Абхазии, то тебя как-то считали третьесортным, что ли, не знаю. Такое тоже было у нас. Понимаете? Эти дни были очень серьезные. Вопрос стоял, быть или не быть вообще абхазскому народу, я даже скажу. Вот так прижаты были, вот так. Там граница закрыта, там танки. Единственное, по морю через Турцию что-то можно было принести. Добровольцев кормили абхазские женщины, чем могли. Последним хлебом делились. Я бы даже обратился бы к президенту, отдельную, наверное, какую-то медаль, награду бы этим женщинам придумать и вручить бы. Это очень благородные женщины, героические женщины. Между выступлениями чиновников, ветеранов, добровольцев были танцы и песни. Среди них одну, ставшую, пожалуй, гимном добровольческого движения, которую исполнил Георгий Пискири, зал слушал стоя. Вставайте, вставайте, Кавказа, сыны, нам танки и пушки врагов не страшны.
Свободу добудем в бою мы себе, и пусть нам Всевышний поможет в борьбе. И с криком «Аллах» мы в атаку пойдем, свободу Кавказа в бою обретем. После официальной церемонии празднования Дня добровольца президент Абхазии Аслан Бжаня продолжил общение с добровольцами в неформальной обстановке. Анастасия Никонова, Сасрык Агухава, Абаза ТВ.